Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы с нетерпением ждали этого момента и рады поприветствовать вас на финале второго сезона нашего увлекательного реалити-шоу «Городские девчата». Сегодня мы не просто подведем итоги, мы откроем новую страницу в жизни одной из участниц, которая станет победительницей. Сегодня в нашем зале присутствуют уважаемые гости из Вилюйского района. Именно там проходили наши съемки. Ну и, конечно же, мы не можем не отметить главу крестьянско-фермерского хозяйства Сидора Ионова. Давайте поприветствуем его бурными аплодисментами. Также приветствуем семью Сидора Ионова, которая сегодня также любезно посетила наше финальное шоу. Здравствуйте! И, конечно, бурными аплодисментами поприветствуем группу поддержки наших участниц. Это близкие друзья, которые сегодня переживают и пришли поддержать своих любимец. 7 серий позади. Наши участницы уже давно вернулись домой в свои привычные условия. Ну а как же сложилась их жизнь после реалити-шоу? Давайте узнаем прямо сейчас. После участия в шоу я устроилась на работу и в управлении по подбору персонала в аэропорту. Так что, если кому-то нужно вакантное место, то мы всем подберем любую вакансию. После участия, конечно же, восприятие жизни изменилось, ценности поменялись, начала ценить труд людей. И также хочу выразить огромную благодарность сельскохозяйственное производство. И надеюсь, что наши депутаты в дальнейшем будут больше уделять им внимания. Если говорить про свои личные качества, то, конечно же, я бы выделила тот момент, что в рамках проекта я поняла, что нет ничего невозможного, и со всеми в дальнейшими своими препятствиями я смогу справиться. Подметим тот момент, что у меня всегда были хорошие, положительные отношения с моими родными. Но, конечно же, я поняла, что нужно больше уделять внимание. Но в связи с тем, что у меня как бы рабочий график, также городская суета дает о себе знать, иногда это не всегда получается. Но я бы постаралась уделять больше внимания своим родным. Касаемо друзей, они, конечно же, меня поддерживают во всем. Прям топят за меня, можно сказать, чему я очень благодарна им. Все относятся очень положительно к тому, что я приняла участие в данном проекте. Насчет просмотра мы собираемся всей семьей, ждем прям. И там начинаются вот эти GoPro-шные съемки, там на 5 минут, и мы все сидим, ждем во всем. И вот, и потом уже наслаждаемся просмотром. Главного критика нет. Наоборот, говорят, что я очень сдержанна на камере. Вся моя семья и близкие, и родные смотрят прямой эфир. После завершения проекта, конечно же, сейчас все мои планы связаны с моей карьерой. Хочется достичь каких-либо высот, достижений. Планов всегда много и будет, так что вот, надеюсь, что они все реализуются. Я обычно люблю все планировать заранее, и неожиданных целей, мечт у меня пока нет. Хочу ли я вкусить деревенскую жизнь? Отвечу я так, что если судьба преподнесет мне такой подарок, то я с удовольствием, конечно же, приму и вкушу сельскую жизнь. Я поняла, что я вообще не смелая, но я как бы знала, что я брезгливая, я люблю удобства и так далее. И я еще раз в этом убедилась. Плюс после шоу мне пришлось поехать за машиной во Владивосток, и опять вот это вот деревенские туалеты и так далее. Я там чуть с ума не сошла.
С одной стороны, да, но с другой стороны, я сейчас просто смотрю, как все смонтировано, и мне кажется, люди вообще не понимают, господи, что ты плачешь? Я просто понимаю, что я сейчас буду плакать 3 серии, в 3 сериях подряд просто, и в следующей я тоже буду плакать. Даже не то, что что-то практически я чему-то научилась, вот о чем я даже говорила на одном из злобных мест, что я поняла, что у меня очень классная жизнь, и хоть я и много работаю в школе, но все равно моя работа намного проще, легче, чем, допустим, у деревенских жителей. И, ну вот я научилась как бы ценить то, что есть у меня. Ну, не все знали, во-первых, что я вообще туда поехала, были в шоке. Ну, муж знал, но он не удивлен. Мы смотрим каждое воскресенье, и он не удивляется: «О, опять плачешь!» и так далее. Родители моих учеников, сами ученики, все смотрят. Наша смелая учительница, мы ждем воскресенье каждый раз. Все выкладывали себе эти голосования, ссылку на голосование. Каждый, у нас есть классный час разговора о важном. У многих разговоры о важном начинались. Так, достали телефон и проголосовали за Елену Алексеевну. Что-то подобное я бы не хотела больше испытывать в жизни. Но если бы, допустим, меня бы позвали на следующий сезон просто как гостя, там, провести одно из испытаний, например, там, или что такое, да, возможно. На один день приехать и сразу же уехать. Но снова вот так на несколько дней. Из целей, ну, я сейчас очень много работаю в образовании, кадровый голод, поэтому нам приходится, ну вот у меня, допустим, 2 начальных класса, потому что учителей нет, и единственная цель у меня сейчас это много-много работать. Всем привет! Меня зовут Карина, мне 21 год, и я студентка Казанского федерального университета. Сейчас хочу вам рассказать о своей жизни в общаге, в Казани и о жизни после съемок шоу «Городские девчата». Когда я поступала в Казань, я понимала, что я заселюсь в общежитие, но так как я изначально знала, какие тут хорошие условия, я привыкла жить в комфорте. Сейчас я хочу вам показать свою общагу. Мы уже находимся на моем этаже, и хочу сейчас показать вам свою комнату. Софа, привет! Вот здесь мы живем, хоть комната кажется маленькой, но здесь есть абсолютно все удобства, наши спальные места, наше рабочее место. И, кстати, в общаге есть отдельные комнаты для отдыха, где мы можем сами себе учиться. На каждом этаже находится 3 кухни, к которым прикреплены по 4 комнаты. Они оснащены всем необходимым. Сейчас я учусь на 4-м курсе конфликтологии в Казанском федеральном университете. Мой корпус находится прямо в центре Казани, напротив главного здания, где учился Владимир Ленин. Конечно, после съемок такого формата я стала намного увереннее в себе и поняла, что нет ничего невозможного. И я начала по-другому относиться к жизни, поняла, что не нужно отказываться от чего-то нового, даже если это поездка в деревню. Я лучше научилась работать в команде, слушать девочек. Вообще на шоу было много моментов, когда мы должны были о чем-то договориться. И я думаю, что, например, когда мы поедем с друзьями отдыхать в лес, я уже знаю, как облегчить нам отдых. В самом начале, конечно, кто-то из моих родственников был приятно удивлен, но все мои друзья с самого начала меня поддерживали. И друзья не только из Якутска, но и из Казани. Я делилась с ними впечатлениями не только в самом начале, но и в процессе съемок, потому что были такие моменты, когда я должна была поделиться с родными, с кем-то из родных, выговориться. И после съемок обсуждение и поддержка всех нас очень сильно сблизила. Честно, я человек, которому больше комфортная жизнь в городе, но съемки в деревне, после них у меня остались приятные, комфортные воспоминания о нем, и я когда-нибудь захочу немножко там как-то пожить, что ли, даже если 1 месяц,
и показать там своим друзьям настоящую деревенскую жизнь. У меня появилось желание больше участвовать в каких-нибудь шоу, в каких-нибудь передачах. Да, в будущем хотелось бы вкусить деревенскую жизнь, но уже не в формате испытаний. Вообще этот опыт мне много чему научил. Несмотря на то, что я получила приятный опыт в городских девчатах, я все же предпочитаю жизнь в городе. Сейчас я живу и учусь в Казани, и думаю, что в будущем я останусь тут. Добро пожаловать в мой офис. Так, пройдемте. Здесь у нас барная стойка. Это вообще комьюнити для блогеров. Они приходят сюда, снимают контент. У нас предоставлены фотозоны вот, с правой стороны. А здесь у нас проектор. Мы здесь смотрели шоу. Первый сезон. Я, наверное, уже не помню, какой я была до проекта. Вот, настолько трансформировалась, что некоторые уже говорят, что я очень изменилась, как и внешне, так и внутренне. Я стала более серьезной и понимать вообще, какой труд бывает в жизни у людей. А до этого я была очень рассеянной, не могла даже элементарно картошку копать. Вот. Этому мы не учились, но просто имеется в виду, что оказывается, есть и такой вид вообще труд. Да. А я работала только как бы головой всегда, руками нет ни разу. Я увидела себя и понимаю, что это же я. Но потом, нет, изначально я вообще как будто другой человек. Ходит, что-то рассказывает. Вот, потом пришло осознание, что это круто, это мой рост. Мне это нужно было спустя 8 лет, именно работая в этой сфере. Я была за кадром, а теперь в кадре. Мне понравилось. Что я могу сказать? А в жизни, скорее всего, нет, потому что я не привыкла этого делать. И когда мне сказали, что надо, вот тогда, да, я включилась. А после, уже когда задание закончилось, я уже отключилась. То есть я сейчас говорю, что я уже не помню, как это делать. Они сказали по-якутски «звезда болох кегехалбыккын». Но я работаю над этим, я не останавливаюсь. Да, мои блогеры. Да, вот они же видят меня вообще вот изнутри, знают, да, меня полностью с головы до ног, вот. И они удивились, что я могу это сделать. Вот так вот я, оказывается, еще... Ну, то есть они воспринимают меня как руководитель, слушаются меня, да, как наставник. А там я была как, знаете, простой человек. Также хочу стать известной актрисой, еще поучаствовать в каких-нибудь реалити-шоу с испытанием, может без испытаний, можно даже, не знаю, для ума. Такого желания нет на данный момент, но если позовут, то да, почему нет, с радостью поеду. После участия в шоу восприятие жизни у меня изменилось сразу. Уже на обратном пути я стала замечать, что я как-то по-другому ощущаю, можно сказать, момент сейчас. Я родилась и выросла в Якутске, поэтому у меня не было смены картинки, можно сказать, в жизни. И эта смена, этот опыт, когда я поехала в какое-то незнакомое место с незнакомыми людьми, он мне просто на 180 градусов изменил восприятие. И в первое время было очень странно, но интересно. Я могу сказать, что после шоу я
больше захотел путешествовать. Я уже путешествовала по Якутии, то есть сама, с мужем на автомобиле, поэтому я стала больше, знаете, изучать, можно сказать, Якутию. Новых навыков я не получила, кроме того, что мы копались в навозе. Этот навык я в жизни не применяю, а в целом такого навыка особо нет, чтобы я сейчас как-то использовала в пользу себе что-то новое в своей жизни. Опыт испытаний мне в жизни сейчас не пригодится, потому что я сейчас дрова не колю, я в навозе не копаюсь, рыбу пока живую я не убиваю, не чищу. Но такие навыки, как коммуницирование с людьми, с огромным количеством незнакомых людей сразу в одном месте, опыт съемок, опыт именно жизни с девушками вот в одной комнате, я даже в общежитии не жила. Это мне, я думаю, меня усилило мои какие-то софт-скиллы. Мое участие в «Городских девчатах» на мои отношения с семьей и с друзьями вообще, можно сказать, не изменилось. Правда, появились новые темы для обсуждения. Каждую неделю мы обсуждаем, каждую неделю мы ждем выпуски, поэтому, можно сказать, добавила изюминки, добавила вот интересных тем. Например, мы с родной сестрой каждый раз после выпуска обсуждаем. Она мне сразу отправляет аудио. Также моя мама тоже сразу после выпуска, 5 минут не проходит, она мне сразу свои мысли отправляет в аудиоформате. Также я была удивлена тому, что очень многие меня поддерживают малознакомые люди. Они мне пишут в моих соцсетях и также смотрят мои племянники вместе с семьей. У них тоже такая традиция сложилась каждую неделю смотреть вместе выпуск. Вот. Поэтому это очень приятно, очень здорово. Планы касательно меня, лично моего развития у меня есть, развитие моей работы и также планы, наверное, у меня в съемках. Я все-таки мечтаю сыграть главную роль в полнометражном фильме, и я верю, что оно сбудется. Поэтому я сейчас набираюсь опыта. А в деревню жить, прям жить я бы не вернулась, как мой муж говорит, хастаманя барен согат. То есть ни за какие деньги ты бы не поехала жить в деревню, но так, чтобы отдыхать, выезжать, это, конечно, всегда за. Если бы был шанс попасть в «Городские девчата 3», это интересно, но если бы это было в другом контексте, например, что-то, не знаю, интересные участники, может быть, там с другого выпуска тоже, да? А если такой же выпуск отборный, то, наверное, нет, но в целом это интересно. Ну а сейчас самое время поприветствовать участниц нашего телепроекта. Встречаем бурными аплодисментами. Позитив нашего проекта, наша хохотушка. Встречаем Аина Федорова. Также приветствуем железную леди нашего проекта Эмилия Румянцева. Следующая наша участница – это королева драмы Юлиана Антонова. Еще одна наша участница – это нежная и непоколебимая Люция Игнатьева. И с нами на связи из Казани малышка проекта «Городские девчата» Карина Иванова. Вот и Карина. Приветствуем Карину. Карина, ты нас видишь? Да, вижу. Вот смотри, мы все в студии собрались, вот твои подружки, они же твои соперницы. И сегодня мы очень рады тому, что в течение эфира ты будешь вместе с нами. А это значит, что вот так дистанционно, но все же ты будешь участницей финального шоу «Городские девчата». Мы очень рады, приветствуем тебя. Девочки, ну вы, как всегда, выглядите великолепно, но сегодня прям ваш такой вечер, я бы сказала, бенефис, да, блески, цветы, пайетки, все как положено. Ну, во-первых, конечно, добро пожаловать. Мы безумно волнуемся. Вся съемочная группа до сих пор не знает, кто же из вас победительница. Давайте сейчас все вместе пройдемся по коридорам памяти и вспомним самые яркие моменты нашего пребывания на ферме Люксигюн. О май гад. У меня тут столько ярких было.
Очень. Ну что, девочки, судя по вашим улыбкам, я понимаю, что все-таки это такие приятные воспоминания. Прослезилась даже. Ну, если честно, в какие-то моменты я тоже уже готова была опустить слезу, потому что, ну, уже это путешествие позади. Но благодаря нашему телепроекту эти кадры навсегда останутся в вашей жизни. И даже спустя много лет потом уже вместе с детьми, с внуками вы включите очередную серию и вспомните, какое увлекательное путешествие произошло в вашей жизни. Мы, конечно же, благодарны в первую очередь Люксюгюну, также телеканалу НВК Саха-Якутия-24, ну и, конечно, вам, дорогие девочки, за то, что такое путешествие получилось. Давайте еще раз поаплодируем вам за такие яркие воспоминания. Ну а сейчас позвольте освежить немножко вашу память и задать вам несколько вопросов про жизнь в деревне. Девочки, это оценка не на баллы, это просто для того, чтобы понять, кто из вас помнит и у кого память лучше. Ну что, вспоминаем первый день, девочки. Первый день испытаний. Когда вам нужно было загнать коров в хатон. Помним это, да? Да. Как звали работника фермы, который проводил этот мастер-класс? Александр. Александр? Аска. Аска? Ну, Саша, да. Саша, правильно, молодцы, хорошо. Как называлась деревня, куда мы выезжали на испытания? Эйге, да? Господи. Молодец. Нет, не Эге. Что-то на «э». Что-то на... Джеккен. Нет. Правильно, Да. правильно, Два молодец. названия? Нет, у него несколько названий. Эбе, А. Жемкон и Джоккон. Правильно? Почему Вспоминаем Эбе? что-то, да? Хорошо, у нас было очень волнительное испытание с лошадью. Кто помнит, как звали лошадь? Бастын. Бастын, умничка. Хорошо, помним ли вы? Хорошо, помним ли мы, какую породу пчел разводят на ферме Люксюгюн? Ой. Эти пчелы известны своей свирепостью. Да, они дикие были, я Дикие помню. были? Вот породу кто-нибудь помнит? Пчел. Нет. Сложный вопрос. Среднерусская пчела татарского типа. А, точно, я еще про Казань вспомнила. Казань Карину. вспомнила. Привет, Карине, да? Арба. Так, вспоминаем одно из самых ароматных испытаний. Вам нужно было найти монетку в компостной куче. 5 рублей. Нет. Правильно. Номинал был 5 рублей, помним, да? Хорошо, и вот последние кадры мы видели. Как называлось озеро, где проходило испытание с рыбалкой? Аим. Молодец. Это речка была? Молодец, Да. правильно. Все замечательно, то есть помним факты, значит, еще не совсем у вас, значит, так удалилось это все из вашей памяти. Молодцы, девочки. Ну а сейчас мы передаем слово Карине. Карина, еще раз добрый вечер. Ну рассказывай, следишь ли ты за выпусками, смотришь их, успеваешь ли, ну и вообще переживаешь? Здравствуйте, да. Я смотрела со своими друзьями, и смотрели не только мы вместе все, но и по отдельности мои друзья мне писали в личные сообщения, поддерживали меня, то есть поддерживали со мной связь на протяжении выхода всех выпусков. Кариночка, подскажи, что говорят твои друзья вообще про то, какова была жизнь твоя на этом реалити-шоу? Честно, они очень удивляются тому, как я выполняла задание. Они мне говорят: Карин, ты такая смелая, я бы не решилась на такое. Поэтому и для них я стала героем, если так можно сказать. Кариночка, а есть ли такое, чему они были шокированы? Больше всего эмоций. Больше всего эмоций они испытали, когда смотрели, как мы ищем эти 5 рублей в ведре с интересной субстанцией. То есть для них это был такой самый шоковый момент, да? Ну и как и для многих участниц, да? Хорошо, Карин, но мы не прощаемся, остаемся с тобой на связи. А сегодня в студии присутствуют твои близкие. Мы знаем, здесь твоя мама, и многие телезрители сейчас увидят прям, это копия тебя. Даже можно сразу отгадать, где у нас мама нашей Карины. Поаплодируем, поприветствуем мамочку. Копия мама, да. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, ну а позже вернемся в нашу студию. Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите финальное шоу нашего реалити-шоу «Городские девчата», второй сезон. И сейчас мы рады предоставить слово Сидору Ионовичу и узнать, какие же впечатления остались у него. Сидор Ионович, просим.
Добрый день. Проработав 24 года в сельском хозяйстве, я такого грандиозного проекта не знал. И вот, когда летом мне позвонили, что хотят снимать этот проект, я вообще не знал, что будет, кто будет. Вообще такого проекта у меня в голове не было. Как раз это был, мы ехали на скачки, на Лонко, Амге, и поэтому только думали скачки. И потом через 2-3 дня вот приехали, посмотрели, им показал места, которые снимают, как здесь будет жить, где будет жить, и съемки в деревне показал. Ну, сказали, позвоним. Я думал, не позвонят. И вдруг звонок, едем. Вторник как раз будут. Я целый день ждал. Потом вечером, 8 часов приехали. Доехали, да? И так быстро сразу, как вышли, и съемки начались. Я думал, чай буду пить, потом отдыхать, и завтра будет. Оказывается, сразу начали. И потом после этого у нас съемки быстро пролетели. Так, я даже с девочками не познакомился. И хорошо, что вы с этими наши работники объяснял, что будет, как будет. И вот работа, оказывается, начинается с 5 часов до поздна, до 11 часов. И поэтому рано встаем и до поздна, до вечера. И даже вот жаркие дни стояли у нас, и даже насекомые. Я думаю, что девушка не выдержит. Насекомых. 36 градусов, и комары, и эти были. Поэтому я думал, что на следующий день уже уедут. Этот проект телешоу «Городские девчата» дал много нам, что после этого съемки мне звонят по менеджеру, отправляют в WhatsApp, и я героем стал. И мы в этом году выиграли грант «Экоферма Люксюгын», и всем показал эти места. Наши съемки были те места, которые на реке и на озере, там чистая вода. На следующий год хотим этот агротуризм. Называется «Экоферма». И поэтому этот проект дал нам очень такой, даже словами не могу, вот что-то волнуюсь. Такие красивые девушки, и поэтому... То есть не сильно волновались. волнуюсь. Когда мы были на ферме, не особо волновался он, да? А сегодня разволновался, конечно. Столько красоты Всю ночь у нас не в спал, студии, да? потому что я в 3 часа встал, и 4 часа уже с нашего Жемкона вот уехал, и вот 5 часов езды, поэтому... Сидор Ионович, вот вы сказали, будете развивать агротуризм. Я думаю, что первыми, кто должен посетить обязательно, это должны быть родственники и друзья наших участниц. Вот собрать и провести их по всем местам и рассказать, как проходили съемки тут, там и тут. Согласны, девочки? Да. Пригласили бы своих близких? Да, в Люксюгын? Да. Да. Нет. Хорошо. Сидор Ионович, если вспомнить наши съемки, да, на ваш взгляд, вот что далось девочкам сложнее всего? Вот помимо комаров и оводов, да? Какое-то испытание вам запомнилось больше всего, вот где вот вы восхитились девчонками? Первые дни я вообще не участвовал, у меня дела там с хозяйством было, а потом я вообще в это, когда съемки были, не очень было. А когда я вот смотрел в эти, да, сейчас, и думаю, как они вот доили коров, да, загоняли поросят, не думал. Я думал, когда на реке им, да, такая погода дождливая была. Да. Резко солнце, резко погода менялась, поэтому рыбы не будет. Хорошо, что я первым бросил и сразу окуня достал. Да. Потом уже началась так. То есть старт дали хороший такой. И хорошая рыбалка была. Сидор Ионович, на ваш взгляд, да, вот на сегодняшний день, кто явный лидер? Вы вообще следите за тем, как выходят Да, каждые 7 часов воскресенья. всей семьей? Да. Все семьей, все работники, все смотрят. Но там это только по Ютубу смотрят. Да. А вот скажите, кто, на ваш взгляд, лидирует прямо сейчас? Точно не знаю, но все
Молодцы. Молодцы, все победители. Все победители. Спасибо большое. Ну что, девочки, сейчас настал еще очень важный момент нашего финального шоу. Это возможность показать свои таланты, но уже в рамках городского формата, да? То есть, почему мы сделали этот конкурс? Ну, для того, чтобы дать возможность вам еще заработать баллы и, возможно, изменить ход событий. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы наши телезрители, ваши близкие, имели возможность увидеть вас совершенно в другом плане, да? Возможно, кто-то даже и не представляет о ваших скрытых талантах ничего, и поэтому сейчас мы даем вам время, возможно, кому-то нужно подготовиться, либо переодеться, но и мы рады будем увидеть ваше шоу. Участницы заранее подготовили свои способы самовыражения. Встречаем нашу потрясающую Эмилию Румянцеву. Elbaq sol kemkerdi sürüger Altı har darsar bulsu har süterser Abılır arahbat kimerem içere Aspıttan halığa kimere süreğe Joltağın kim kördür buloğa Kayanda Kerdereken kerdi tabılla barita Joltağa çağıl kay külüme sandarha Ulguyar artıgın bulbuka arıkay Sasörüz ardıgar alcatar halanna Жылғахан обургу жыбарда қаллана Алғаһы оңорбут бейете буруйда Айыттан аттахан алылыр аналлық Жолтағын ким көрдүр булоға Каянда Кердерeken kerdi tabılla barita Jolta çağıl hay külüme sandar hay Ukuyar artıgın bulbuka harıl Ваши аплодисменты. Эмилия Румянцева. Эмилия, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, ты занимаешься танцами профессионально? Я люблю заниматься хай-хилсом. Это То другое. есть немножко другое направление. Да, немножко другое направление. Этот танец я посвящаю всему народу, чтобы в каждой семье царила любовь и также счастье. Также хочу выразить огромную благодарность организаторам данного проекта. Благодаря этому проекту я обрела силу и уверенность в себе, поняла, что в будущем со своими сложными преградами в жизни я смогу справиться.
И в знак благодарности разрешите мне, пожалуйста, вручить вам подарок. Я с раннего детства люблю заниматься кулинарией и приготовила для вас медовик. Почему именно медовый торт? Потому что у нас в туристической базе имелась пасека, и в честь этого решила именно выбрать медовик. Так, то есть мед Эмилия любит. Мама помогает любимой доченьке. Так, это мы принимаем. Спасибо большое. Посмотрите, ну я не могу показать, там фотография всего нашего большого коллектива, кто снимал этот замечательный телепроект. То есть торт с нашим изображением. Спасибо большое, умничка. Также хочу выразить огромную благодарность руководителю туристической базы Сидору Ионовичу за то, что он принял нас очень гостеприимно и тепло. Это было невероятные чувства, которые я испытала. Также меня очень сильно тронуло испытание, именно связанное с лошадью, так как с детства я обожаю лошадей. Я не знаю даже, как описать свои чувства, когда я увидела конюшню. Я не знаю, мне хочется аж заплакать, потому что для меня это было невероятное ощущение, чувствовать грацию, силу, мощь. И в честь этого разрешите мне, пожалуйста, вручить вам подарок. Это сувенир в виде лошади, которая символизирует также грацию, силу и мощь. Желаю вам удачи, крепкого здоровья и счастья. Спасибо большое, Эмилия. Давайте еще раз поаплодируем. Молодец, умница. Мы с тобой увидимся чуть позже. Спасибо еще раз тебе. А сейчас приветствуем Юлиану Антонову. Я хотела бы рассказать историю, которая началась 9 июля 2024 года. Я сейчас опять заплачу. Опять плачешь, да? Это уже 4-я серия подряд будет. Держись. 9 июля 2024 года я приехала в деревню, точнее, на ферму Люксюгюн и встретила одного человека, очень доброго, очень гостеприимного. По людям всегда видно, по глазам и вообще по людям видно, когда они очень добрые. Я встретила очень доброго человека, и он нас с девчонками принял очень гостеприимно, и я думала, как бы мне сказать ему спасибо. И когда написали, что у нас будет еще один такой, ну не испытание, а как этап, как-то сказать спасибо Сидору Ионовичу, я поняла, что я ни петь, ни танцевать не умею, ну, готовить тоже так себе. И я думала, как преподнести, какой подарок я могу, чтобы Сидор Ионович мог сохранить его, забрать с собой. И немножко расскажу. В доме, в котором мы жили, на ферме, на стенах висели очень много рамок. В этих рамках очень много достижений Сидора Ионовича по конному спорту и так далее. И этих рамок очень много. Когда я говорю много, это реально очень много. И я поняла, что когда-то я рисовала и захотела преподнести подарок. И я немножко хочу понаглеть, и было бы, ну, я бы хотела, чтобы, когда я приехала, рядом с этими рамками еще висел вот этот рисунок, ну, только если он вам понравится. Можете... Молодец! Прямо сейчас откройте. А можно посмотреть? Открывайте, Сидор Ионович. Просто красиво разрывайте. Что там? Что за красивый рисунок? Юлиана, это твоих рук дело? Да. Твое произведение? Я очень давно не рисовала. Итак, что там? Это ваш портрет! Сидор Ионович!
Это вы узнали себя? Кто не рисовал меня? У нас художники есть, но вот... Ну, я надеюсь, вам понравится. Я несколько лет не Да, рисовала. я буду поставить. Спасибо большое. Спасибо. Вот такая талантливая и очень трогательная Юлиана Антонова. Спасибо. Ну а сейчас время для презентации Карины Ивановой. Мы все знаем, что Кариночка сегодня находится в городе Казани, но это не отменяет того, что она имеет возможность принять участие в нашем сегодняшнем эфире. И сегодня мы предоставим слово ее мамочке. Какой же презент и подарок, какую презентацию подготовила наша Карина, узнаем с помощью ее мамы. Сюда, пожалуйста, подходите. Так, поворачиваемся туда, нет, на камеру. Карина, привет. Всем здравствуйте. Я мама Карины. Я сегодня приехала со своей сестренкой, родной тетей Валентиной. Мы очень беспокоились за тебя, беспокоились за условия там, и за психоэмоциональное состояние Кариночки. Но, как посмотрев все выпуски, мы... беспокоились абсолютно зря, потому что условия были очень хорошие. А Кариночка наша держалась молодцом. И даже как-то умудрялась на позитивном таком волне быть. Хотелось бы поблагодарить всех жителей и съемочную площадку НВК, Сидора Ионовича за предоставленную такую услугу. К сожалению, у нас было несколько дней, и вот подарок не успел приехать. Но вот на днях приедет, и мы обязательно вам предоставим. Спасибо еще раз большое. Карина, мамочка твоя передала букет Сидору Ионовичу. А расскажешь нам, какой подарок-то приехать должен был? Тогда это уже не станет подарком, а уже посылкой, которую просто вы будете ожидать. Поэтому пусть это остается подарком. Хорошо, вот такая у нас Кариночка. Молодец, спасибо тебе большое, спасибо маме. Ну а мы движемся далее. А наша следующая участница Аина Федорова специально для финала записала свою любимую песню. Встречаем. Я не могу дышать, мне не видно неба. Я не могу понять, был ты или не был, ветром по волосам, солнце в ладони твоя. Красные облака, вечер ударил в спину. Я с тобой так легко, я с тобой красиво. Бешеный темп в груди, бьется сердце твое. Отпускаю и в небо улетает желтыми листьями наше прошлое лето с телефонными глупыми письмами. Отпускаю и слезы высыхают на ресницах мы, как же синие звезды нам с тобой могли присниться.
этим номером, вообще, давайте начнем с того, что этот проект открыл меня с другой стороны. И я решила этим номером показать... Так, я волнуюсь. Какой я еще внутренний человек. Вот. И спустя 10 лет я, получается, спела еще раз свою любимую песню, о которой я мечтала. Максим — это моя любимая певица, и именно эту песню я решила посвятить всем вам. Спасибо большое. Аина Федорова. Спасибо. Так интересно, а что же приготовила наша следующая участница Люция? Я бы попросила мне помочь и вынести мой подарок. Хочу начать с того, что когда нам только озвучили наше последнее задание, а именно подготовить номер, либо предоставить подарок Сидору Ионовичу, я сразу решила для себя, что это будет что-то материальное, но необычное. То есть это... Я сама вообще очень люблю делать подарки и готовлюсь к этому основательно, потому что я это делаю, исходя из личностных качеств человека, исходя из моих интересов тоже. И хотя я Сидора Ионовича лично не знаю, но у меня есть кое-какие наблюдения, и могу сказать, что, ну, во-первых, он очень скромный, и такое ярое внимание не любит, поэтому я аккуратненько. Он креативный, творческий человек, и я заметила, что он интересуется коневодством, конным спортом, да. Вот комната, в которой мы жили, была увешана вот на 2 стены дипломами с призовыми местами, если не ошибаюсь, сына Сидора Ионовича. И также я заметила на территории вырезанные из дерева скульптуры, то есть это уже искусство, это творчество. Я понимаю, что человек творчески любящий какие-то такие детали. Мой подарок состоит из 3 частей. Я вложила сюда, получается, свое творчество, свою экспертность, можно сказать, и также исходила из моих наблюдений по личностным качествам Сидора Ионовича. И вдвойне, конечно, приятно готовить подарок после такого радушного, теплого приема. Первая часть — это вот моя первая в жизни написанная картина. Впервые? Впервые в жизни, да. Я ее ночами рисовала, потому что только ночами было время. Это чапара. Это творчество, красота, это предмет интерьера, но также это то, чем увлекается Сидор Ионович очень, всем сердцем, да, душой. Но эта картина не просто декор. Я сюда вложила свою экспертность как нумеролог. И по дате рождения Сидора Ионовича я здесь записала, вот тут он, если что, Корярин, код успеха. Это комбинация чисел, именно рассчитанная по дате рождения, и эта информация актуальна всю вашу жизнь. Поэтому эта картина будет приносить вам удачи, процветание. Особенно следующий год, он у вас, спойлер такой, он будет очень масштабный. Вторая часть. Сидор Ионович как-то упомянул, что Люксюгün будет туристической базой в перспективе с проживанием для гостей, и уже были первые туристы, а именно дети приезжали, да, дети Азии, школьники и так далее. Я еще являюсь автором трансформационной игры, поэтому я специально для турбазы Люксюгün создала настольную игру. Специально для маленьких туристов турбазы Люксюгün настольная игра-ходилка. Я все это делала тоже сама. Буманнык в такой коробочке. Здесь есть игральные кубики, есть инструкция, все как положено. Поэтому это для вас, ваших туристов, чтобы им было, чтобы они заняли, да, себя, пока взрослые рассматривают экоферму. И третья часть, то, что мне пришло в голову сразу в первую очередь, это уже не только персонально для Сидора Ионовича. А я тут автограф оставила, кстати, может, я художницей стану.
Это будут мои ранние работы. Это уже декергенга дехада для именно вашего дома, для вашего пространства. Тоже моими руками созданное изделие из гипса, балаган. Это для окуривания пространства, для очищения дома кытенут, богороскают, манахаян уматыхахеп. Вот, пожалуйста, с благодарностью. Спасибо. Тут тарбалахатна нагаверем. Все. Это потому что у нас строится балаган, там Он еще балаган да, и вот как бедбипенде. раз мы для детей младших групп, вот, как раз будем это для туристов и вот это. В этом летом посещали у нас китайские дети, поэтому на следующий год тоже планируют. Поэтому вот сразу. О, я очень рада. Видите. А почему Спасибо вам. таблички-то не, товарищи? Ну все. Итак, хорошо. Люция, спасибо большое тебе за такую интересную презентацию своих работ. Действительно, человек приложил не только фантазию, но и свои умения, свое творчество. Молодец. Но я, по крайней мере, восхищена. Еще раз тебе Спасибо. аплодисменты. Спасибо большое. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, ну а позже продолжим финал «Городские девчата», второй сезон. Итак, мы готовы огласить результаты конкурса презентации наших участниц. И мы вновь передаем слово Сидору Ионовичу. За презентацию вот все девушки хороши, все так выступали хорошо, на свой голос я даю Люции 10 баллов. Люция получает плюс 10 баллов в свою копилочку. Молодец! То есть ты правильно сделала, когда выбирала такие определенные презенты, и ты очень грамотно и четко рассказала, почему и зачем ты это сделала. От души. Молодец, спасибо. И ты зарабатываешь еще 10 баллов. И пользуясь случаем, я хочу от семьи и лично от себя, да, хочу вручить подарки девушкам, красавицам и вот нашим НВК Якутия 24 хочу вручить подарки. И вновь Сидор Ионович показывает свою доброту и вот такую щедрость. Подарки Сидора Ионовича мы Наш знаем. фермерский подарок. Поздравляю. Карина, твои подарки тоже Спасибо большое. тебе обязательно достанутся. Маме передадим. Спасибо. О, что это такое? Так, там ручка, блокнот. И Якутия 24, наша любимая компания, вот, хочу вручить торт. Спасибо большое. Я думаю, наш телеканал сегодня будет такой сладкий вечер у нас. Это второй торт. Обязательно вся наша съемочная команда чуть позже попьет чай. Спасибо большое. Напоминаем вам, дорогие телезрители, что сегодня в течение нашего финального эфира мы вновь раздаем баллы за презентацию. Также 10 баллов получит одна из девочек за наш конкурс на лучшее фото. Ну и в конце девочки проголосуют в последний раз. И все это будет в течение нашего эфира. То есть ход событий может еще измениться. Ну а мы движемся далее. Девочки, ну что, 10 баллов за презентацию, понятно, кому достались. А сейчас самое время огласить, кому же достанутся 10 баллов за лучшее фото. Вспоминаем фотосессию. Все ли довольны для начала своей фотографией, которую мы выставляли для голосования? Нет. Аина, ты считаешь, что это не лучшее фото, да? Да. Были хорошие фотографии, которые у меня есть сохранены. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Хорошо, Эмилия? Мне очень понравилось. Понравилось. Люция? Да? Карина, ты видела свою фотографию? Ну, конечно, видела, да. Понравилось, да? Юлиана? На коне которая? А? Которая на коне? Да, которую выставили на голосование. Нет, я вообще в восторге. Я первый раз сидела на коне, еще и в таком красивом, в такой красивой одежде, и сразу фотосессия. Просто 10 из 10. 10 из 10. Ну, давайте скажем честно, наверное, все-таки агитировали своих близких и родных. Голосуйте, голосуйте, быстрее, быстрее, ведь время было ограничено. Конечно. Агитировали? Не агитировала, Инна вообще никому не говорила? Потому что у меня большая аудитория, и я решила сыграть справедливо, потому что не у всех такая большая аудитория. Я не просила своих знакомых
проголосовать, просто попросила свои. Я сама попросила и все. Ну что, девочки, у нас есть результаты, которые мы готовы показать сейчас на экране. Итак, больше всех голосов получила, внимание на экран, лучшее фото у Эмилия. и Ого. Эмилия Румянцева! Эмилия, пойдем, получаешь свои достойнейшие подарки. Держи, тебя поздравляем. И вот твой первый диплом нашего телепроекта и, конечно, дополнительный еще презент. Поздравляем тебя. Итак, сейчас еще один очень волнительный момент, потому что вы, девочки, сегодня отдали свои последние голоса. Отличительным моментом этого было то, что вы сегодня раздавали не 10 баллов, не 20, а вы распределяли 100 баллов между своими соперницами. А вот здесь я даже не знаю, кто из вас проявил некое сострадание, возможно. Может быть, кто-то проявил коварство, ну а кто-то, может быть, по чистой совести раздал эти баллы. У нас есть уже ваши результаты. Внимание на экран. Ой. Так, Карина волнуется, думает, как распределить баллы между девочками. Начинаю, да? Момент X. Хорошенько подумай. Ну все. Так, девочки. Надеюсь, будет видно. Так, вот мои баллы. Почему я решила распределить именно таким образом? Потому что, по моему мнению, все мы достойны победы. Все мы стойко держались на испытаниях, хорошо их прошли. И вот мои окончательные баллы. Я решила поставить баллы так, потому что я за справедливую игру. Я сначала думала, посмотрев выпуски, увидев, что, оказывается, мне занижают баллы, я подумала, может сделать какой-то стратегический ход, может придумать что-то, как-то распределить. И потом решила, что это не мое, то, что я лучше поступлю по совести, распределю честно, по 25 баллов каждый. И я думаю, девочки заслужили эти баллы. А как получится, не знаю, это сыграет мне на руку или наоборот потопит меня, не знаю. Посмотрим. 100 баллов я распределила таким образом, но комментировать не хочу. По традиции Аине оставлю 0 баллов, как и в каждой серии. Люция Карина по 5, и Эмилия, я желаю Эмилии победу, и поэтому ставлю ей 90 баллов. Вот такие результаты! Ну что, девочки, ну, те, кто поставил по 25 баллов всем, мы даже вас спрашивать не будем, почему вы так сделали. А вот хотелось бы узнать, почему девочки, Юлиана и Эмилия, решили поступить так. Но сказать, что это такой подвох, это ничего не сказать, да? Юлиана. Ну, Эмилия и так уже победила. Да, ну, и я хотела, чтобы Эмилия победила. Блин, это что такое, девочки? Я за справедливую. Я в шоке. Я думала, все там просто... Не, почему? Мы все победители. То есть ты сейчас сидишь рядом с девушкой, которой ты поставила 0 баллов? Я же сказала, по традиции, в каждой серии я почти ставила Аине, на взаимная симпатия была. Ну, смотри, в отличие от тебя, она в конце тебе все-таки дала 25 баллов.
Ладно, хорошо, это останется на твоей совести, да? Эмилия? Я считаю, что по 25 это как считать, что каждому поставить по 0 баллов. Из-за этого я стратегически подумала и решила поставить так. И думаю, достаточно справедливо я поставила. Молодец. Как всегда, проявляет свой такой железный характер. Эмилия, молодец. Ну что, девочки, я думаю, все с нетерпением. Сейчас-то уж вы точно не знаете результат. Все смешалось, скорее всего. И я думаю, что сейчас нет ни одного человека, кто конкретно сейчас на калькуляторе суммировал все ваши баллы, которые вы получили сегодня в течение нашего финального шоу. Но один человек точно знает финальный результат. И этот человек сейчас появится в этой студии и с удовольствием огласит результаты нашего реалити-шоу. Встречаем исполняющая обязанности директора телеканала «Якутия-24» Александра Хлопкова. Добрый день, дорогие наши прекрасные и смелые участницы и дорогие наши телезрители. Мы на финишной прямой нашего самого ожидаемого телевизионного проекта в этом сезоне. Вообще, «Городские девчата» — это уникальный телепроект, потому что мы 3 года назад, когда разрабатывали его, готовили как телевизионную передачу. Но она давно вышла за рамки телевидения, потому что с помощью наших социальных сетей городских девчат смотрят, оказывается, не только по стране, но и в таких странах, как Таиланд, Китай, Казахстан, Англия. Так что следует сказать, что мы нам и вам, участницам, в этом году несказанно повезло, потому что мы попали именно в отцовские руки, да, и в комфортные условия Сидора Ионовича. Поэтому мы его семью от всей нашей съемочной бригады и нашего телеканала благодарим. Также благодарим наших спонсоров, партнеров, группы компании Arctic Color. Следует сказать, что телепроект «Городские девчата» рассказывает не только о жизни городских девчат, да, но и популяризирует жизнь на селе, можно так сказать. Жизнь настоящих тружеников, у которых ни праздничных, ни выходных. Но и в первую очередь вы, рискнув проявить себя в нашем телепроекте, выиграли многое. Вы победили не только какие-то свои страхи, убеждения, но и победили себя. Так что, внимание на экран, смотрим. Итак, переживаем. Сейчас мы увидим изображение победительницы. Держится Эмилия за Юлиану и... Где? Вот они, эмоции! Итак, победитель 2-го сезона телепроекта «Городские девчата» Эмилия! Победителя. Молодец. И наш главный приз. Сертификат на 100 000. Спасибо. 100 000 рублей! Эмилия Румянцева! Позвольте вручить благодарственное письмо Сидору Ионовичу. Сидор Ионович, прошу вас. Спасибо за вашу поддержку. Вам спасибо. Да, думаем, что в следующем мы будем сотрудничать и в следующем году. Хорошо. Альбина Ионовна. Это тот человек, который убедил Сидора Ионовича, да? Изначально с нами разговаривал. Спасибо. Спасибо большое. Давайте, позвольте, я приглашу Аину Федорову. Спасибо вам за участие. Вам вручается сертификат, диплом участника и презент от телекомпании. Люция Игнатьева. Ой. Спасибо. Так, держи. Так, смотри. Спасибо. Спасибо. Юлиана Антонова. Молодец, Юлиана.
Карина Иванова. Приз получает мама, да, Карина? Да, Кариночка Иванова. У нас еще есть презенты для тебя, Карина. Мы тебе обязательно их передадим. Спасибо большое. Спасибо. Слово победительница. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку моим родным и близким, и также Юлиана. Я считаю, что мы вместе эту победу выиграли, потому что мы реально очень старались. Вы бы знали, как мы на всех испытаниях просто друг за дружку бегали, ходили. И хочу выразить тебе огромную благодарность. Спасибо большое за наивысший балл. И желаю всем счастья, крепкого здоровья и благополучия. А мы, в свою очередь, благодарим вас, дорогие девочки. Мы восхищаемся вашей красотой, вашими талантами, вашей грацией. Нет победившего, мне кажется, сегодня, потому что вы победители, каждый сама по себе. Просто лишь потому, что вы вообще отважились на такое интересное приключение. Спасибо вам, девочки, вы навсегда в истории якутского телевидения. Спасибо. На этом телепроект «Городские девчата» не прощается с вами. Мы увидимся уже в следующем сезоне. Мы благодарим всех наших спонсоров, кто оказал нам помощь. Это Arctic Color, это Style Market, массажный салон Будда. Спасибо большое за то, что помогли нам в организации нашего проекта. Ну а с вами, дорогие телезрители, увидимся уже в следующем сезоне. До новых встреч, всего доброго!